Аил Дюрга, расскажите, пожалуйста, о начале деятельности добровольного штаба по лесным пожарам и наводнениям. Да, у нас в 2021 году были действительно огромные масштабные пожары. И все начиналось с того, что была очень сильная задымленность. Я понимал, что есть опасность для людей, у которых там с дыхательными, органами проблемы, с сердечно-сосудистой системой. И было просто общее беспокойство. У меня не было даже такой прямо мысли создать штаб. Просто было такой сильный дискомфорт. И в это время на меня стали выходить мои друзья, они знают, что я экологией занимаюсь, они говорят: вот, Аил, наши леса горят, неужели мы будем стоять в стороне, давайте примем участие. И очень много таких вот активных ребят выходило. Самая активная была Гульнара Алексеева, она потом стала одной из основательниц нашего штаба. Она говорит: я выезжаю сейчас, хочу выехать на штаб, на тушение пожаров в качестве кострового даже, готовить для ребят горячую пищу. Я говорю: давай не будем торопиться, я схожу, узнаю. Она тоже пыталась найти, искать, что-то концов не нашли. Я обратился к нашим лесохрану, они мне посоветовали обратиться в Якутлесресурс. И такой ключевой момент – это встреча моя с генеральным директором ГАО Якутлесресурс Хон Джоусаном Ивановичем. Он человек, кто знает его, это человек очень открытый, такой, можно сказать, светлый. В нем отсутствует какая-то черта чиновника, который бы опасался разговоров с общественниками, с людьми, которые выражают свое мнение. Он довольно-таки демократически со мной поговорил. Я ему донес свой месседж о том, что мы, общественники, готовы поехать помогать тушить лесные пожары, но не помешаем ли мы, потому что у нас нет никакого опыта тушения лесных пожаров. На что он сказал, что мы вас можем обучить, мы вас можем экипировать, и приветствуем, и хорошо было бы, если бы много было человек. Я говорю: а сколько нам нужно? Он говорит: человек 100-150. Я понимаю, что там с Гульнарой своих друзей всех пособерем, моих общественников даже если приглашу, это будет, не 150 человек точно. И поэтому я обратился через социальные сети к населению республики. Давайте поможем спасти наш лес. Люди страдают от дыма. Если есть добровольцы, поедем вместе спасать. Таких добровольцев, еще Гульнара раскидала по таким пабликам, как типа DK, такие довольно-таки популярные паблики. И получили довольно-таки серьезный отзыв. Там человек 70-80 отозвалось. Из них, что самое интересное, 2/3 были женщины. А у меня принципиальная задача такая, в жизни, принцип, чтобы женщин беречь. Это более защищать, это мужская задача. И мы отобрали из тех, кто был в состоянии. Там были такие люди, которые были не в состоянии помогать. Отобрали, и в итоге, у нас кто-то не пришел. В итоге мы 9 я выступил с обращением. Уже 12-го нас 11 человек, мы выехали в село Магарас на тушение лесных пожаров. Прибыли туда, весь день пытались защитить. Поляна, это более безопасное было, оказалось место. Мы на нем полностью отрезали огонь, остановили, затушили. Весь день, боролись, и в конце дня, для нас личная трагедия была, что огонь все-таки как-то обошел нас, и та территория, которая нам защищалась, она прям начала гореть. Было такое очень серьезное разочарование, ребята просто чуть руки не опустили. Я начал спрашивать, почему так произошло. Мне говорят: надо нормально, по-хорошему, трактором, окапывать и отрезать этот огонь. А трактор наш, как оказывается, который был, он ДТ-75, заехал в лес и там же благополучно сломался.
Слава богу, что с нами были ребята, которые с техникой на «ты». Был, значит, такая себе организация Чип и Дейл, которая вот на зимниках прямо на трассу выезжает, когда бывает же, семья едет, там сломалась и может замерзнуть. И вот они вызывают, обращаются в Чип и Дейл, и он выезжает, где бы он ни находился, хоть на Колымской трассе, хоть на Вилюйской трассе, еще где-то, он выезжает и прямо на месте либо ремонтирует, либо транспортирует, там, эвакуирует. В общем, такой, зовут его Иван, он очень такой, по душе своей готов к таким экстремальным видам спасения. Вот. И этот человек с нами был на своей машине, полной инструментов. Были среди нас ребята, которые тракторную технику очень неплохо знали. И вот они начали разобрали. Там выяснилось, что левая бортовая полностью вышла из строя. Я звоню в Якутлесресурс, говорю, что вот такая ситуация, без трактора работать невозможно, а чтобы его отремонтировать, нужны запчасти. На что мы сказали, хорошо, поищем. Объезжали все магазины, запчастей на ДТ-75 не оказалось. И говорят, ну что у нас во дворе есть старый ДТ-75 сломанный, мы можем там посмотреть. Я понимаю, что посмотреть это будет долго, пока они ребят найдут, пока они там начнут это делать, пока они нам позвонят. Я говорю, ребята, тут, в принципе, грубо говоря, час езды. Собрал ребят, приехали, быстренько разобрали, что нам нужно, нашли плуг еще. В общем, начали ремонтировать, и вот в 6:30 утра наш трактор пошел тушить пожары. То есть мы черные, грязные, но такие счастливые. Вот этот момент прямо было такое возвышенное чувство у ребят, что мы победили, что мы что-то сделали вот такое стоящее. Действительно, вот с помощью трактора нам удалось уже дальше четко локализовать. Потом я показывал ребятам космоснимки, то есть, сверху там были фотографии, вот как пожар шел, и линия, по которой мы ее остановили. И потом уже нам даже профессионалы показывали, огнеборцы, говорят, вот, говорит, линия, которую вы остановили. И прямо она сверху видна, вот там все хаотично, так, и в сторону Магарасов шел огонь, и прямо остановилась такая линия прямая. Я говорю, ребята, вот наш результат. И это тоже так как-то воздействовало, там вообще ребята поняли смысл, там, потому что мы там не просто там прорыли канал, мы еще там ее карауливали, валили деревья, которые рядом с траншеей будут, чтобы она не перекидывалась. То есть огромная работа была, но когда мы видим результат, и нас хвалят профессионалы, мы понимаем, что ага, вот так надо работать. Ну и там по снаряжению, по одежде, уже как бы все это когда узнал, я приехал в Якутск, мы начали здесь формировать в гараже у нашего друга, у Альберта Васильева. Там начали собирать, и первая помощь уже начала, там прошла там в виде лопат, там что-то еще. Начали приносить, кто-то продукты питания нам приносил. Потихоньку начали, потом создался штаб, как штаб уже такой сформировали. Мы по инициативе Александра Жураковского встретились в Мусхая, там экологи были, где-то представители огнеборцев, ну и общественники в основном, да. Вот, собрались и создали, давайте мы создадим как штаб, как структуру, да, и потом уже, там вот такая ситуация была, когда параллельно могло создаться несколько штабов. Один там на базе Народного фронта, один на базе Общественной палаты, наш какой-то общественный такой. И все-таки наверху, видимо, было принято решение, что нужно консолидироваться. И это было мудрое решение руководства республики, я так думаю. И создали один единый штаб. Он стал базироваться на Орджоникидзе-10, потом он еще вырос, перебазировались уже на Орджоникидзе в дворец спорта, 50 лет Победы. Вот, и просто активно начали работать. Кстати, в тот момент, я довольно-таки человек с независимым своим видением, взглядом на те или иные события, на действия властей. И иногда себе позволял критиковать, где-то высказываться довольно-таки резко. Да? А тут я смотрю прямо и как-то в одном штабе мы работали с партией «Единая Россия», с другими партиями, с органами власти. Так я понимаю, что вот сейчас там были, например, какие-то поводы, чтобы критиковать, то все, думаю, если я сейчас
скачусь к такой критике, да, то как же мне с ними работать-то? И чтобы работа была более эффективна, четко, я себя вот здесь придержал. И в итоге обратил внимание, что вот такая работа, когда с властями ты, старайся не критиковать лишний раз. И если ты допустим, это же предложение сделаешь в дружеской обстановке, то оно принимается, и оно, этот вопрос решается. А если бы я просто покритиковал, то вопрос, так отмахнулись бы и сказали, это оппозиция и все такое. И вопрос бы не решился. То есть, многие говорят, не переобулся ли ты, Аил, да? Раньше ты был таким оппозиционером, а сейчас ты стал провластным. Провластным я не стал. Это начало работы штаба, да? То есть вы выступили инициаторами. Ага, и Александр Жураковский всех собрал и создал единый штаб. Ага, какие были... Оформили так, ага. И кто возглавлял штаб и какие были итоги его работы в сезон 2021 года? Приняли решение, создаться, выбрали Афанасия Павловича Алексеева своим председателем. Все стали сопредседателями. Это и Владислав Петрович Коротов, Александр Витальевич Жураковский, Гульнара Георгиевна Алексеева, Дмитрий Михайлович Куприянов, Любовь Даниловна Киприянова, Ольга Григорьевна Григорьева. И другие. Ага, и другие, да. И потом, позже к нам присоединился еще и Гаврил Иванович Кононов, и Людмила Валерьевна Николаева. Довольно-таки продуктивно работали, сотрудничали. Такой этап прошел у нас, и благодаря этому была собрана очень большая сумма на закупку продуктов, обмундирования, снаряжения, одежды, обуви. Максимально и средства связи были. У нас по финансовой части, у нас вообще огромную роль, наверное, играл все-таки Айлан Васильевич Винокуров, который возглавляет Центр по работе с волонтерами. И это направление такое добровольческое, поэтому и на базе его штаба, на Орджоникидзе здесь, кстати, мы и начинали, уже как сформировавшимся штабом. А дальше он уже вообще, у нас даже не было ни счета, ни каких-то официальных печатей, бланков. И он любезно предоставил свой Центр по работе с волонтерами, как юридическую базу, на основании которой мы работали и собирали деньги, и делали закупки. Поэтому он огромную роль сыграл, он тоже был сопредседателем нашего штаба. Эта работа была такая многоплановая. Мы и помогали пострадавшим без Кёли, и наши же участвовали в тушении в лесных пожаров в нескольких районах. Это и в Горном, в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Татинском, Хангаласском, Вилюйском и других улусах. И поэтому 1268 человек прошло через наш штаб добровольцев. После тушения, конечно же, был вопрос о компенсации ребятам, которые привлекались, потому что Якутия-Ресурс опосредованно через другую организацию заключил с ними договора. И с оплатой у них всегда было, что под конец года они расплачивались с теми, кто тушил лесные пожары. Но и 2021 год не казался исключением. У нас тоже все это длилось, тянулось. Но мы в стороне тоже не стояли, мы помогали ребятам собирать документы. Я договорился с Сигляские огни, культурный центр. И там мы собрали всех операторов, дособирали документы. Многие неправильно сделали, кто-то не донес документы. Это все могло их оставить без оплаты. Поэтому эту огромную работу все равно провели. Ребята не верили, но в итоге все-таки к концу года
все, кто сдал документы, все, кто оформил правильно, они получили. И более того, мы еще и на уровне первого заместителя председателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова провели награждение в Доме правительства номер 2. Ребят приглашали, это было очень торжественно. То есть довольно-таки, мне кажется, мы хорошо отметили ребят, которые по зову сердца пришли и тушили лесные пожары. Вот, ну, в прошлом году было наводнение в Верхоянии. Летнее ваш штаб тоже помогал собирать помощь для пострадавших вот, вместе с общественной палатой. Ну вот в этом году у нас достаточно неутешительные прогнозы. Вот расскажите, пожалуйста, ситуацию вот, по подготовке к летнему пожароопасному сезону и к наводнению вот, в ближайшие дни. Ну, подготовку мы вообще готовились в 2022 году тоже принять участие в тушении лесных пожаров, что-то еще. Но, слава богу, во-первых, там по финансированию федеральный центр внес определенные положительные изменения. Финансирование произошло, и появились там значит, возможности увеличения штатных единиц. И при этом мы решили продолжить тогда работу уже в рамках гранта главы республики. И за лето мы почти 500 человек подготовили. По где-то 16 улусов городов мы объехали, подготовили добровольцев, помогли их там оснастить РЛОшками, потому что мы на деньги штаба закупили в больших количествах. Вот. И после этой подготовки, там и по тактике тушения пожаров, лесных пожаров, и по технике безопасности при тушении лесных пожаров, и оказание первой доврачебной медицинской помощи. Тоже вот их обучали. И считайте, сейчас у нас есть примерно там, еще 500 человек обученных, которые могут прийти на помощь нашей республике. В этом году, ну, в начале прошлого года мы, кстати, оформили наш штаб, а теперь называется Республиканский общественный штаб РЦЯ. Значит, он в названии там включили о том, что мы будем помогать в ликвидации чрезвычайных ситуаций и всяких природных стихий и их последствий. Вот. И в этом году, кстати, меня избрали председателем. Вначале был, значит, Афанасий Алексеев. А сейчас мы вот, работаем, продолжаем работать. И сейчас, кстати, мы объединились с Лигой отцов, также опять-таки с Центром по работе с волонтерами, с общественниками, с общественным штабом, значит, общественной поддержки партии «Единая Россия», с другими партиями, организациями. В общем, мы создали новый штаб вот, именно по встрече, значит, паводка, по борьбе с ее последствиями. Сейчас мы открыли лагерь в Тулагино. Значит, глава, значит, Попов Егор Гаврилович предоставил нам земельный участок, где мы расположились. Это даст нам возможность, во-первых, мониторить за пропуском паводковых вод и быть готовыми вообще, как бы, начиная от Кангаласов, заканчивая Табакинским мысом, да, вот этот участок, если что, помогать, может быть, в ликвидации там, или даже в эвакуации людей, в оповещении. В этом все будем активно принимать участие. То есть уже сконсолидировались и будем уже работу как бы начался. Работу начал уже. Там же еще активное участие принимают бойцы нашего центра подготовки. Это Ботур. Вот, под руководством Мартынова Николая. Вот, и еще и Черкашина Ивана Петровича. Вот, ну, все активно принимают участие в этом, конечно же. Ну, спасибо за интересную информацию. Желаю успешной работы и в этом сезоне. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно. Дай Бог.